Сервер? Абляким, достом, салям алейкум. Салям. Насылсың? Аллах шукур. Ты как? Слушай, давно не виделись. Карантин, брат. Точно. Как у тебя сейчас с работой? Ты же вроде автослесарем работал. У меня хорошо. У меня мастерская же в доме. И работаю один. Угу. То есть ты как индивидуальный предприниматель оформлен? Да, оформлен. Официально. Ага. И как, волокиты много? Ну да. Вот это вот вообще кошмар. Постоянно какие-то документы, бумажки, чеки, в налоговую постоянно нужно бегать. Я просто к чему спросил? Недавно слышал, закон ввели о самозанятых. Насколько я знаю, он упрощает. Интересно, а где об этом можно узнать? Нужно обратиться к юристам. Если вы, к примеру, автослесарь, или печете торты, занимаетесь репетиторством, фотографируете, занимаетесь ремонтом домов и так далее, то есть самостоятельно производите какой-то товар либо услуги, то для вас есть хорошая новость. С 1 июля 2020 года в Крыму введен льготный режим налогообложения для самозанятых лиц – налог на профессиональный доход. Это новый специальный налоговый режим, который можно будет применять с 2019 года, и он будет действовать в течение 10 лет. А вот другая хорошая новость. Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. И переход на него будет осуществляться по желанию, добровольно. Тех, кто по какой-то причине не захотят этим воспользоваться, будут продолжать платить налоги по привычной старой системе. А какие преимущества этого налога для самозанятых? Нет отчетов и деклараций. Декларацию представлять не нужно, отчет доходов ведется автоматически в мобильном приложении. Можно не платить страховые взносы. Отсутствует обязанность по уплате фиксированных взносов на пенсионное страхование. Пенсионное страхование осуществляется в добровольном порядке. Легальная работа без статуса ИП. Можно работать без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Доход подтверждается справкой из приложения. Предоставляется налоговый вычет. Сумма вычета 10 тысяч рублей. Ставка в 4% уменьшается до 3%. Ставка 6% уменьшается до 4%. Расчет автоматический. Постоянная ставка. Ставка не увеличивается до 2029 года. А есть ли какие-то условия для того, чтобы Абляким мог спокойно претендовать на такую форму налога? Такой предприниматель не должен иметь наемных работников. Этот вид налога подходит только тем, кто лично оказывает какие-либо услуги, либо производит что-то сам, но не перепродает. Продавать самозанятый может только то, что сделал своими руками или произвел собственный интеллектуальный продукт. При этом важно помнить, доход самозанятых не может превышать 2,4 миллиона рублей в год. Кстати, по сумме месячного дохода ограничений нет. Если же годовой доход превысил 2,4 миллиона рублей, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения. При этом с начала следующего года можно будет снова платить налог на профессиональный доход. Что нужно сделать, чтобы стать налогоплательщиком по новому закону о самозанятых? Стать налогоплательщиком специального налога для самозанятых очень просто. Для этого даже не требуется заявление, написанного на бумаге. Нужно только пройти онлайн-регистрацию и получить подтверждение. Зарегистрироваться можно через кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы России, либо с помощью вашей учетной записи на портале госуслуг. Есть еще более легкий и нетрудоемкий способ с помощью бесплатного приложения «Мой налог», которое нужно закачать на свой гаджет с App Store или Google Play. Для тех, у кого нет гаджета, можно это сделать с компьютера, так как существует веб-версия приложения. Давайте посмотрим, как это делается. При регистрации в приложении «Мой налог» понадобится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую нужно сделать прямо на камеру смартфона. Кстати, подписи тоже не требуются, нужно только моргнуть в свой смартфон. Наконец, главный вопрос. Сколько мне придется платить? То есть, какая налоговая ставка? Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, то есть самозанятые, платят с доходов от самостоятельной деятельности только по льготной ставке – 4% или 6%. Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги самозанятому за произведенные им товары, работы или услуги. 4% налог платится в том случае, если деньги такому предпринимателю поступили от физического лица. 6%, если доход он получил от юридического лица или индивидуального предпринимателя. От всех прочих выплат самозанятые освобождаются.
Особенности применения специального налогового режима. Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. Индивидуальные предприниматели не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход. Налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе товаров на территорию России. Фиксированные страховые взносы. Что еще нужно знать? Налог рассчитывается и уплачивается раз в месяц. Нет отчетности и деклараций. До 2029 года не увеличится ставка. Есть налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Интересуйтесь новациями в законодательстве. Следите за нашим проектом. Мы хотим, чтобы вы знали свои права и умели их защищать.